Сухумский аэропорт планируется запустить к концу 2024 года, а технические полеты начнутся в июле, рассказал Аслан Бжаня на пресс-конференции в Сухуме. Глава государства заверил, что в течение месяца общественность узнает, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта. Все за счет инвестора. Сейчас кое-какие цифры уточняются, поэтому когда мы подпишем контракт, а контракт мы подпишем в этом месяце, вы детали будете знать. Более того, там условия были, в соответствии с которым инвестор должен восстановить за свои средства, осуществить капитальный ремонт 2 подстанций, которым пользуются в том числе жители этого района, привести в надлежащее состояние автомобильную дорогу, осветить ее и отремонтировать мосты. Это автомобильная дорога, которая от республиканской трассы идет до аэропорта. Президент также рассказал, что в этом году уровень потребления электричества в республике снизился почти на 140 миллионов киловатт-часов в сравнении с 2022 годом благодаря борьбе с майнингом. Глава государства отметил, что к концу года должно быть установлено 26 тысяч счетчиков и столько же в следующем году, что позволит повысить собираемость за электроэнергию и снизить потребление еще на 20-25%. Объем социального перетока, который был оговорен российской стороной, неоднократно задавались вопросы. Социальный переток оплачивался из бюджета Российской Федерации, это была поддержка, помощь. Он практически исчерпан. Но этот вопрос мы тоже ставили перед руководством России, в том числе перед Владимиром Владимировичем Путиным, и он обещал нам поддержку. Несмотря на то, что у нас появилось несколько десятков новых туристических объектов в этом году, уровень потребления электроэнергии снизился почти на 140 миллионов киловатт-часов. Это прежде всего связано с тем, что идет постоянная, может быть не всегда эффективная, но постоянная борьба с майнингами. И мы потребили в этом году на такую цифру меньше. Мы входим в осень в этом году с лучшими показателями. Аслан Бжаня также рассказал о результатах встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что встреча прошла продуктивно. Мы детально обсуждали вопросы гармонизации, вопросы координации внешнеполитического курса нашего. Вот все наши контакты с Республикой Беларусь, в том числе, это с поддержки Российской Федерации, с поддержкой Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, те же самые вопросы обсуждались, что и с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вопросы, связанные с регулированием двойного гражданства. Мы должны в ближайшее время, не мы должны, в ближайшее время мы ожидаем указа президента. Особое внимание Аслан Бжаня уделил вопросам национальной безопасности, в частности, вопросу о российской военно-морской базе в Очимчирском районе. Будет развернут в порту города Очимчира, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенный характер, а сейчас вы видите, да, ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке. Мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому мы будем эту работу продолжать. В завершении пресс-конференции Аслан Бжаня рассказал, что на базе Абхазского государственного университета будут открыты курсы по подготовке абхазских управленцев. В формировании программы обучения помогут специалисты из Института госуправления России. Сейчас идет формирование курса обучения, какие дисциплины человек должен знать, и определенный набор знаний, с которым он должен с этого заведения выйти, если он претендует занимать в последующем какие-то чиновничьи руководящие должности. Все-таки это очень важно, когда уровень квалификации он стандартизирован, тогда люди начинают говорить на одном языке, и конфликтных ситуаций становится меньше и меньше. Мне кажется, в наших условиях это важно. Пресс-конференция президента длилась более 2 часов. Глава государства также ответил на актуальные вопросы помощи инвалидам войны и семьям погибших, строительства и правового статуса апарт-отелей, железнодорожного транзита и другие. Аслан Бжаня подчеркнул, что по ряду объективных обстоятельств из-за плотного рабочего графика не мог встретиться с журналистами раньше. Президент пообещал, что в будущем такие встречи будут проводиться чаще. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Также президент рассказал представителям СМИ о развивающихся контактах с Республикой Беларусь. Как отметил глава государства, на данный момент говорить о признании Беларусью независимости Абхазии рано, однако работа в данном направлении ведется.